В этом году из Джейрахского района планируется призвать молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Все призывники проходят медкомиссию в районной больнице и обеспечиваются необходимыми документами для службы. После того, как медицинское освидетельствование в отношении него проведено, определяется степень его здоровья, потом уже призывная комиссия определяет, предоставлять ему отсрочку по болезни или по учебе, если он учится в очной форме обучения, или же призывать его на военную службу и отправить в войска. Чтобы подготовить молодежь к призыву, проводятся информационные встречи. Там рассказывают о важности военной службы, ее роли в защите Родины и возможностях, которые открываются перед призывниками. Все это делается, чтобы снять опасения родителей. Мы подробно все им объясняем, стараемся доводить до родителей, до родственников, чтобы те не проявляли беспокойства по поводу того, что их сыновья, братья, родственники не были отправлены в зоны проведения СВО. Что касается наряда, Генштаб дает поручение, чтобы призывная комиссия начала распределение новобранцев, например, в сухопутные войска, Национальную гвардию, военно-морской флот и так далее. Также призывники могут свободно сообщить о своих пожеланиях при выборе войск. Мы стараемся из тех людей, которых мы отобрали, которые были призваны на военную службу, пойти им навстречу и предоставить им возможность, по мере нашей возможности, конечно, из того, что мы можем им предоставить, выбор, какие войска они предпочитают призываться, где они хотят служить. Военный билет открывает дополнительные возможности при трудоустройстве и позволяет поступать в высшие военные учебные заведения, где можно получить как военную, так и гражданскую специальность. Призывников по всей республике больше 200 человек мы должны призвать на этот призыв. У нас в районе немного, соответственно, с нашим населением, с нашим призывным ресурсом мы тоже отправляем определенное количество призывников. Весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Первая группа новобранцев отправилась к местам службы уже 10 апреля. Адам Гуражев, Белал Ахильгов, Магаз 24.